Прошлое, настоящее и будущее Якутии. На интерактивных экранах сменяются друг за другом редкие архивные фотографии, а вместе с ними и десятилетия. Главные вехи из жизни первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева. Здесь можно узнать о реформах, грандиозных и смелых проектах, о тех препятствиях, которые пришлось преодолеть, чтобы у Якутии было будущее. Региональных лидеров, которые возглавили регион в такой сложный период, 90-е годы, фамилии которых всем известны, всем гражданам России, их немного. Поэтому, конечно, Михаил Ефимович является примером для подражания. Есть такой показатель — индекс развития человеческого потенциала. И с 41-го места, который занимал регион в начале 90-х, уже в начале нулевых, это было уже 7-е место. Поэтому это, конечно, поразительно и вызывает огромное уважение. Нашим землякам в президентской библиотеке будет интересна не только эта выставка. Здесь в электронном виде можно познакомиться с Якутией конца 17-го, начала 18 веков. В фонде библиотеки можно найти очень интересные и уникальные материалы. Вот, например, карта, датированная 1701 годом. Ее автором является сын тобольского боярина Ремезов. И здесь четко можно увидеть море Лаптевых, устье Лены, вот сама река, ее притоки Вилюй, Алдан и, конечно же, град Якутской. Очень большой. Здесь четко изображены острог, церкви и какие-то другие постройки. Также можно на карте разглядеть и Алекминск, и даже Верхневилюйск. Фонд у нас достаточно большой. На данный момент он насчитывает более 1 миллиона единиц хранения. Укомплектован он преимущественно материалами по истории России, теории и практики российской государственности и материалами, способствующими сохранению русского языка как государственного. Наши читатели работают в читальном зале с нашей системой электронного читального зала, которая доступна у нас в здании на Сенатской площади или в наших многочисленных ЦУДах, которых по всей России около 1500. ЦУД – это центр удаленного доступа. Его можно найти и в Якутске, в Национальной библиотеке имени Пушкина. Попасть туда несложно, достаточно прийти с паспортом в часы работы. И вам будут доступны самые уникальные материалы. Максим Кардозу, Джур Березкин, Санкт-Петербург.